Потому что я не раз замечала, что в фильмах, если люди какие-то набожные, то все их представляют, что они телевизор не смотрят, у них множество запретов, этого делать нельзя, того нельзя, музыку слушать нельзя. И вот такой вот интересный, возможно, вопрос. Вот у вас есть семья. Вот как у вас в семье? Есть ли такие глупые запреты о том, что телевизор нельзя смотреть, как представлено вот в этих вот фильмах? Да нет вообще. Но я должен сказать вам следующее. Вы знаете, православие, оно настолько вот многолико, многогранно. Допустим, я не исключаю того, что есть, вот, допустим, такие вот семьи, где какие-то вот другие более строгие правила. Но опять же, это выбор семьи. И эти правила не должны как бы быть навязываемые другому обществу. Вот у меня ответ на это вот очень простой, известные вам слова, я думаю, всем известны, апостола Павла. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Вот те же самые, ну сейчас уже меньше, вот те же самые сериалы, как некоторые. Телевизор залипают и все, и потом все время, которое можно, допустим, посвятить своим близким, своему собственному росту. Мы берем, изучению языков, здорово, на это время надо. Мы берем и тратим. То же самое и интернет. Интернет же хорошая вещь, полезная, но вы знаете, иногда, даже вот если вы смотрите меня даже там, или не знаю, каких-то выдающихся проповедников, если вдруг залипаете в этот Инстаграм 10 минут, 15, 20, выключаете и меня тоже, и всех, идите, занимаетесь делом. Когда вот эти вот вещи, сама по себе вот эта вот вещь, она ничего не значит. Я понял одну вещь. Одними запретами ты ничего не добьешься. Ни с детьми, ни с кем. У меня на виду многие такие примеры, когда вот некоторые семьи пытались там детей какие-то в спецшколы, оградить их от всякого влияния мира, там увидят там, телефон чуть ли не это, разобьют его. Знаете, к чему это приводило? Стоило ребенку до определенного возраста вырасти, дети, как правило, пускались во все тяжкие, потому что они воспринимали это все свое действие как некий внутренний процесс тому давлению, которое на них оказывалось. Я считаю, что, знаете, как вот в моей жизни было, самый лучший учитель – это чьи-то примеры. И для семьи это должен быть пример собственный. И вот мы все с вами, которые здесь, Жангир, Адель, я думаю, что стать людьми в первую очередь нам помогал пример собственных родителей. Их отношение к добру и к злу. И даже какие-то, можно сказать, грехи собственных родителей мы с вами принимали через призму любви. Вспомните же страшный грех, который описан в Священном Писании, когда дети посмеялись над собственным отцом. Пример вот Ноя. И весь род, считай, был проклят. И помните, самое главное, нашей первой основой в этом является опыт наших родителей. Все хорошее, все доброе, что мы имеем в жизни, мы берем от наших родителей. Поэтому, опять же, заповедь: чти отца твою, чти отца своего и матерь твою, да благо тебе будет и долголетие будешь на земле. Поэтому любите и до земли кланяйтесь своим родителям.